Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем профессиональное сообщество в онлайн-студии Комреспубликанского института развития образования. Сегодня, 30 ноября, мы проводим заседание Республиканского методического объединения классных руководителей. Коллеги, мы очень рады, что вы нашли профессиональную возможность и принимаете участие в очень важном для нас профессиональном событии. Сегодня на заседании нашего методобъединения мы с вами обсудим очень актуальные вопросы, которые сегодня носят государственные задачи, определяют государственные задачи развития именно сопровождения классных руководителей. Сегодня мы понимаем, что в нашей онлайн-студии, и вы все видите наших коллег, присутствуют классные руководители из муниципального образования города Сыктывкара. Уважаемые коллеги, и онлайн-подключение сегодня позволяет нам работать со всеми муниципальными образованиями нашей республики. Сегодня общее количество подключений у нас более 300. И, конечно, очень важно, что в рамках повестки нашего заседания мы обсудим те задачи, которые стоят перед каждым классным руководителем. Уважаемые коллеги, для приветствия я передаю слово Юлии Анатольевне Савиной, начальнику отдела общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Добрый день, уважаемые участники Республиканского методического объединения классных руководителей. Очень рады вас видеть и в стенах Коми Республиканского института развития образования, и в нашей онлайн-студии. Сегодня мы рассматриваем ту тему, которая очень важна и обеспечивает нам взаимодействие ребенка с семьей, со школой. Это тема поддержки института классного руководства. На сегодняшний день в этом учебном году у нас свыше 5194 классных руководителей, которые осуществляют классное руководство в общеобразовательных школах, и 638 кураторов в группах организаций среднего профессионального образования. Конечно же, нашу республику отличает то, что у нас осуществляется системная и целенаправленная работа по поддержке классных руководителей. Уже второй год подряд на территории Республики Коми реализуется онлайн-школа классных руководителей, которая разделена на сессии: зимняя, весенняя, летняя сессия, осенняя, и рассматриваются в ходе этих сессий различные тематики, тематики поддержки обучающихся, семьи, самих классных руководителей, для того, чтобы у нас среди детей было меньше правонарушений, а главное, мы достигли нашу ключевую цель – это воспитать здоровое поколение. Успехов вам в работе! Спасибо, Юлия Анатольевна. А мы продолжаем. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем важные вопросы. На уровне Российской Федерации классному руководству уделяется действительно сегодня очень большое внимание. И что важно для нас, что в рамках нашего обсуждения мы именно в нашем институте сегодня сопровождаем систему научно-методического сопровождения классных руководителей. Я бы хотела ваше внимание обратить на те значимые факты, которые сегодня определяют нашу работу. Итак, уважаемые коллеги, я хочу обратиться к нашей повестке. Уважаемые коллеги, кто находится с нами онлайн, нужно повестку. Повестка, хорошо. Да, вот наша повестка, уважаемые коллеги. Да, пожалуйста. Нет, повестка, коллеги, повестка. Угу. Повестки у нас. Коллеги, я вам озвучу повестку, прошу прощения, мы сегодня именно в таком режиме работаем, что
веду как модератор нашу встречу. Итак, уважаемые коллеги, первый вопрос для нас очень значим. Мы хотим вам представить очень значимую для нас информацию и представить именно тех наших классных руководителей, которые принимали участие во Всероссийском форуме классных руководителей в 2021 году. Уважаемые коллеги, сегодня на уровне Российской Федерации действительно сопровождение классных руководителей – это важная задача. И Министерство просвещения Российской Федерации обратилось к нам, к представителям Республики Коми, с профессиональным поручением. Мы вошли в рабочую группу, которая сформирована при Министерстве просвещения Российской Федерации. Данная рабочая группа сегодня определяет именно те траектории профессионального развития классных руководителей, которые сегодня значимы именно для всех субъектов Российской Федерации. Какие же задачи перед нами стоят? Прежде всего, это уменьшение документооборота классных руководителей. И сегодня наша основная задача именно на заседании обсудить тот проект плана работы классных руководителей, который сегодня станет единственным и основным документом для работы всех классных руководителей Российской Федерации. Уважаемые коллеги, наша рабочая группа сформировала предложение в адрес Министерства просвещения Российской Федерации. И сегодня мы эти предложения вам представим. У нас есть рекомендации, уважаемые коллеги, кто с нами работает в очном режиме, они у вас на столах. А кто сегодня с нами работает онлайн, уважаемые коллеги, вы можете скачать данные рекомендации по основным направлениям, которые будут включаться в план работы классного руководителя. Уважаемые коллеги, это действительно очень важная задача по уменьшению документооборота. А с другой стороны, нам важно осознать, что это именно запрос классных руководителей. И сегодня, когда я говорила о повестке, мы намеренно начали с того, что включаются в нашу работу наша команда классных руководителей, которые представили на форуме классных руководителей нашу республику. Именно на этом форуме был принят меморандум классных руководителей. И в контексте меморандума мы видим, что обозначены не только задачи, которые стоят перед классными руководителями, а те задачи, которые сегодня стоят перед всем профессиональным сообществом. Мы понимаем, что классный руководитель сегодня – это член команды образовательной организации. Да, сегодня внедряются программы воспитания на всех уровнях. На уровне дошкольного образования, на уровне общего образования и на уровне среднего профессионального образования. Мы понимаем, что сегодня класс руководителей в центре внимания общественности. Но мы должны осознавать, что у класса руководителей сегодня нет должностных обязанностей, что у классных руководителей нет документа, который бы определял к ним требования профессионального стандарта. И это именно тот запрос, который был озвучен в том числе министру просвещения Российской Федерации на форуме классных руководителей. Поэтому вторая задача, которая стоит перед нами, это сегодня действительно, благодаря именно вхождению в экспертное сообщество, выстроить именно ту единую траекторию работы класса руководителя, которая бы, с одной стороны, давала бы действительно эффект со стороны системы воспитания, а с другой стороны, мы все понимаем, что классный руководитель, он является в то же время и активным учителем-предметником. И сегодня мы должны вместе с вами, уважаемые коллеги, именно обсудить, что же нам с вами представить на уровне Министерства просвещения как предложение от нашего сообщества, каким должен быть документ, который определяет те обязанности и те полномочия классного руководителя, которые были бы понятны и которые были бы ресурсно обеспечены на уровне образовательной организации. Третья задача. Мы должны понимать, что классного руководителя должны сопровождать методически, очень грамотно и с точки зрения именно единых требований. Мы действительно понимаем, что на уровне республики, кое мы об этом будем говорить, сформирована система сопровождения, но она достаточна или нет? И вот именно эти три задачи, то есть уменьшение бюрократической бумажной нагрузки раз. Второе – это именно
единство задач по внедрению программ воспитания и именно понимание роли классного руководителя как должностного лица, с какими полномочиями он должен быть. И третье – это именно методическая поддержка классного руководителя. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас сегодня есть уникальная возможность предоставить слово Александру Сергеевичу Гаврилову и Ларисе Михайловне Стефановой, которые сегодня представляют команду классных руководителей нашей республики, которые действительно прошли профессиональный отбор на уровне республики, на уровне Российской Федерации и приняли участие в массовом профессиональном событии, которое стало основанием для принятия очень важных государственных задач, которые рассматриваются на уровне каждого субъекта и как поручение органам исполнительной власти Российской Федерации. Уважаемые коллеги, мы вас поздравляем с этой важной миссией, потому что ваша миссия, она уже определена. Сегодня вы те, кто несет именно эту новую идеологию. И я хочу вам слово предоставить, потому что именно от вас мы сегодня получим ту достоверную информацию, что же происходило на форуме и какова сегодня именно роль классного руководителя, как мы сегодня должны ее осознавать и воспринимать. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на нашем заседании. И, конечно, мы сегодня, как отметила Галина Владимировна, решаем очень важные задачи, которые ставит перед нами Министерство просвещения. И на форуме классных руководителей в Москве, который проходил 9-10 октября, был принят меморандум, был принят единогласно классными руководителями со всех регионов нашей страны. И этот документ, он является таким знаковым и системным документом, который позволяет нам работать по тем направлениям, которые обозначены сейчас Министерством просвещения. И, конечно, уже положения этого меморандума сейчас включены в государственную политику, да, в осуществление государственной политики на уровне Российской Федерации. Ну а наша сегодня с вами задача рассмотреть те положения, которые содержит данный документ, и определить те задачи на уровне региона, которые нам предстоит с вами решать. Ну и главная задача, которую ставит перед нами Министерство просвещения Российской Федерации, это, конечно же, задача воспитания личности. Мы с вами все прекрасно понимаем, что исходя даже из традиционной системы образования, российского образования, учитель всегда носил функцию воспитателя. И здесь, конечно, нам важно усилить эту функцию. И как заявлял министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов о том, что у нас воспитание должно выйти на одну из главных ролей в обучении наших школьников. И здесь, конечно, говорить о воспитании достаточно сложно. Вы все понимаете, что это достаточно сложный процесс. И вот этот документ помогает нам определить, каким же образом нам выстроить вот этот воспитательный процесс. И главная задача – выстроить нам целостную систему воспитания подрастающего поколения. То есть выстроить систему таким образом, через взаимодействие с различными социальными партнерами в том числе, и, конечно же, выстроить ее через работу с учреждениями культуры, через работу с учреждениями спорта и другими нашими помощниками, так скажем. И, конечно же, вы можете обратить внимание на слайде, представлены все направления работы классного руководителя, которые заложены в этом меморандуме. И вторым направлением является преемственность отечественных педагогических традиций как основа воспитания. И здесь мы с вами говорим о сохранении
и трансляции основных традиций российского образования. Конечно, включая современные технологии, которые у нас уже сейчас есть, но, к сожалению, эта задача стоит прежде всего потому, что молодые педагоги у нас не всегда знакомы с нашими великими педагогами. И третья задача, сохраняя традиции, да, опять же, мы должны работать в одной команде. То есть классный руководитель, он не может вести класс один. Существуют у нас и социальные педагоги, и учителя-предметники, которые должны тоже взаимодействовать все вместе. И поэтому классному руководителю как звену, которое сможет объединить вот эту работу, необходимо выстроить вот такую траекторию. И, конечно, как говорится, истина рождается во взаимодействии. Поэтому, коллеги, нам нужно объединить все усилия и взаимодействовать все вместе. Но помимо этого мы, конечно, не должны забывать о еще одном участнике образовательного процесса и очень важном участнике. Это, конечно же, родители, законные представители. И здесь задача классного руководителя поставить задачу таким образом, чтобы задача стала общей как для родителя, так и для классного руководителя. Потому что мы очень часто сейчас сталкиваемся с ситуацией, что в школе происходит одно, дома родитель говорит совершенно другое, и получается вот такая контрситуация, которую приходится решать. Поэтому нам нужно с родителями объединиться и решать единую задачу воспитательного процесса нашего подрастающего поколения. Пятая задача связана с решением очень важной ценности, да, ценности уважения личности, уважения к личности с разными возможностями. Да, это школа как инклюзивное пространство для образования. И, к сожалению, это сейчас становится вызовом времени, да, нам с вами от этого никуда не уйти, и поэтому это одна из приоритетных задач – создать ту образовательную среду, чтобы ребенок комфортно обучался в образовательном учреждении. И прежде всего, конечно, это задача классного руководителя, чтобы он смог настроить классный коллектив таким образом, чтобы этот ученик чувствовал себя комфортно. Ну и в то же время, конечно, не только классный коллектив, у нас бывают случаи с родителями, поэтому и родители тоже должны подходить к этому вопросу правильно. Шестым направлением является в меморандуме сотрудничество советника директора по воспитательной работе с детскими объединениями. И здесь, конечно, наша республика на данный момент не входит в число пилотных регионов по реализации этого проекта, но я думаю, что по окончании вот этого эксперимента, об этом было сказано четко, что после того, как закончится вот этот апробационный период, будут приняты решения. Я думаю, что остальные регионы тоже к этому подключатся. Какова главная задача стоит перед советником? Первое, конечно же, это объединить усилия между школой и теми социальными партнерами, детскими организациями для осуществления общего образовательного процесса. И здесь роль советника еще заключается в том, что он не только как представитель администрации должен решать эти вопросы, но и он должен координировать вопросы, касаемые работы с детьми. То есть он должен быть участником образовательного процесса и общаться с детьми. То есть здесь заложено очень много функций у советника директора. То есть он и как административный орган, и он как воспитательный орган в данном случае. И, конечно, работа советника директора, несомненно,
очень сложная, но в то же время очень нужная. Потому что очень часто нам не хватает именно такого человека, который мог бы координировать работу между администрацией, педагогами, детьми и родителями. И вот эту функцию Министерство просвещения возложило на советника директора. Седьмое направление – это форма работы, актуальная форма общения с детьми – классный час. Что касается классного часа, здесь я хочу сказать и из опыта работы членом жюри в конкурсе «Классный-классный». И вот эта проблема у нас, она стоит и в регионе в том числе, конечно. У нас классные руководители, несомненно, молодцы, особенно те, кто осмелились и приняли участие в профессиональном конкурсе, но существует проблема, и мы с экспертами, когда оценивали работы конкурсантов, пришли к выводу, что очень часто наши классные руководители подменяют воспитательное мероприятие внеурочной деятельностью. А вот классный час – это именно воспитательное мероприятие. И здесь главная задача классного руководителя – определить, какую форму он выберет для работы с детьми. Это должна быть беседа, либо диспут, либо это будут дебаты, но обязательно должна содержаться воспитательная идея. И дети должны уйти с классного часа именно с каким-то воспитательным эффектом. Но мы с вами понимаем, что воспитательный эффект, он может быть как краткосрочный, так и долгосрочный. И, естественно, вот здесь классный руководитель уже должен четко понимать, какой эффект он закладывает в это воспитательное мероприятие. Каким же образом нам решить эту проблему? Здесь, конечно же, нам нужно усиливать методическое сопровождение классных руководителей при подготовке подобных мероприятий. И я думаю, что вот это направление работы мы обязательно будем осуществлять. Восьмое направление – это внеурочная деятельность как мощный воспитательный резерв. И, конечно, здесь мы говорим о работе не только школы, но и о работе тех общественных объединений, таких как Юнармия, Российское движение школьников и другие подобные организации, которые помогают нам в воспитательном процессе. Но главная задача здесь в чем? Чтобы мы не допустили сверхперегрузки ребенка, да, поэтому важно нам деятельность нашу объединить, и поэтому очень важную задачу ставят у нас в меморандуме о необходимости единого согласованного календарного плана между образовательной организацией и теми учреждениями, да, которые нам помогают. Здесь, конечно же, на уровне региона, наверное, нужно решать эту задачу, предлагать те мероприятия, которые мы должны реализовывать обязательно, да, с помощью, допустим, Юнармии или Российского движения школьников, ну и, конечно же, с возможностью корректировать данный календарный план. Десятое направление – это, прошу прощения, девятое направление – это у нас содержательность и осознанность как ключевые факторы патриотического воспитания. Это важное направление в работе любого классного руководителя, и мы с вами знаем, что патриотическое воспитание занимает ключевую роль в воспитательной программе школы, которую мы приняли, да, в этом году. И работа, конечно же, должна осуществляться на всех уровнях с целью обеспечить у всех участников образовательного процесса осознание всех тех ценностей и понимание адекватности содержания. Конечно же, расставляя правильные акценты, когда мы подходим к патриотическому воспитанию наших школьников. И здесь, конечно, мы должны с вами использовать современные формы и методы, которые нам помогут содержательно раскрыть тот потенциал патриотического воспитания, а также инфраструктуру региона и муниципалитета.
Мы все с вами знаем, что наш регион, он богат на исторические события, как, наверное, и любой регион нашей страны. И использование именно вот тех ресурсов, которые у нас есть, это, несомненно, важно в патриотическом направлении. 10-е направление, заложенное в меморандуме, это, конечно же, наша работа над профессиональным самоопределением наших учеников. И здесь, учитывая то, что мы живем с вами в мире, который быстро развивается и меняется, и также и мир профессий, да, у нас изменяется и меняется, появляются новые профессии, уходят старые профессии, и здесь необходимо научить ребенка ориентироваться в этом мире профессий. Ориентироваться не просто, а иметь возможность гибкой смены деятельности, потому что в эпоху информационного общества, когда меняется постоянно парадигма, да, развития, общественного развития, то каждый обучающийся должен иметь возможность изменить то направление, по которому он идет, если он этого хочет. И 11-е направление – это цифровая грамотность. От этого нам никуда не уйти в эпоху, опять же, информационного общества. Это обязательная компетенция современного педагога, и мы не раз заявляли уже об этом при работе с молодыми педагогами на различных площадках мероприятий, которые проводит Коми-Республиканский институт развития образования. И здесь, конечно, необходимо эффективно применять новейшие технологии в повседневной жизни и в профессии. Мы не должны отставать от наших учеников. Мы видим, что они порой знают гораздо больше, чем мы уже, да, в этой сфере. И поэтому, как говорится, каждый педагог, он должен быть в тренде. 12-е направление, оно тесно связано именно с цифровой грамотностью, потому что интернет, он представляет собой очень большое поле, информационное поле, и здесь мы должны научить детей с вами пользоваться цифровыми инструментами, чтобы ребенок мог правильно подходить, с долей критики подходить к тому цифровому инструменту, той информации, к которой он подходит. Потому что очень много сейчас различной информации, и нужно качественно анализировать и нам маркировать образовательный контент, да, чтобы избежать искажений, чтобы избежать фальсификаций и сохранить духовное, физическое и психическое здоровье детей и подростков. И последнее направление, это очень важное направление, о котором мы тоже очень много говорим всегда, это доступное непрерывное обучение учителей. И здесь, конечно же, обучаться педагоги просто не то что должны, они просто обязаны, наверное, это делать, чтобы идти в ногу со временем. Потому что здесь мы можем с вами обновлять свои знания и обновлять через курсы повышения квалификации. И очень я всегда молодым педагогам особенно говорю о том, что мы должны с вами участвовать в профессиональных конкурсах, потому что это особая школа повышения квалификации. Ни один курс повышения квалификации не дает столько знаний и столько опыта, как один раз, если вы проучаствуете в конкурсе профмастерства. И, конечно же, наш регион представляет большой спектр этих конкурсов. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Единственное, скажу еще про курсы повышения квалификации. Конечно же, есть потребность, опять же, возвращаясь к традициям нашего российского образования, есть потребность возвращения к курсам повышения квалификации в офлайн формате. То есть встречи очно с преподавателем в аудитории, и об этом заявляют педагоги. И я думаю, что это одно из направлений, которое мы тоже должны рассмотреть на уровне региона. Естественно, оставляя при этом и дистанционную форму образования, то есть нам нужно совместить эти две формы. Ну, я думаю, что
цель поставлена, да, задачи мы с вами определили, и, конечно же, я призываю вас к обсуждению и дальнейшей работе именно над этими направлениями, которые были сейчас озвучены. Большое спасибо. Спасибо, Александр Сергеевич. Уважаемые коллеги, итак, наши классные руководители вошли в федеральное экспертное сообщество. Сегодня у нас уже работает профессиональный чат, куда мы вас всех приглашаем. Александр Сергеевич, я думаю, что вы передадите свои контакты, и Лариса Михайловна, потому что все актуальные вопросы сегодня, которые необходимо рассматривать не только уже на уровне республики, а на уровне Российской Федерации, эти вопросы могут донести до коллег, до экспертного сообщества и Ларисы Михайловны, и Александр Сергеевич. Сегодня на уровне Министерства просвещения начинается именно такая активная работа и лабораторий, так называемых методических лабораторий, которые будут вырабатывать и новые подходы к сопровождению классных руководителей. Уважаемые коллеги, наш институт тоже включился в работу данных лабораторий. Очень интересная сама такая форма взаимодействия с научным сообществом, сообществом из представителей органов государственной власти. Именно лаборатории позволяют действительно выработать какую-то инновацию, какие-то подходы, которые сегодня необходимы. Для того, чтобы что-то вырабатывать, необходимо знать, а какие потребности сегодня у классных руководителей являются именно актуальными. Поэтому, уважаемые коллеги, Лариса Михайловна, Александр Сергеевич, я понимаю, что мы вас сегодня представили. Для нас это очень важно. И я еще раз прошу навести нашу камеру на Ларису Михайловну и на Александра Сергеевича, для того, чтобы, уважаемые коллеги, вы их запомнили, потому что вы все прекрасно знаете Ирину Викторовну Костромину, председателя Республиканского института объединения классных руководителей, но сегодня в нашей команде еще появляются и эксперты республиканского федерального уровня. Поэтому, коллеги, добро пожаловать в нашу республиканскую команду. Мы очень надеемся, что вы в дальнейшем станете действительно теми представителями нашего сообщества, которые будут демонстрировать именно ту профессиональную готовность к помощи, которая нужна нашим педагогам. Если вы принимаете, тогда мы будем рады, что вы включаетесь в наше пространство. Хорошо? Спасибо большое. Коллеги, может, какие-то вопросы есть к нашим коллегам? Да, коллеги, напоминаю, работает у нас профессиональный чат. Также у Александра Сергеевича уже группа классных руководителей Республики Коми, она уже действует, поэтому я прошу включиться в эту группу и профессионально действительно быть активным. И в продолжении сообщения Александра Сергеевича я хочу, чтобы мы все-таки вывели на наш экран, уважаемые коллеги, те рекомендации по основным направлениям, которые включаются в план работы классных руководителей. Уважаемые коллеги, я прошу вас принять этот документ в качестве проекта для обсуждения. И так как я сказала, что сегодня еще идет обсуждение данного проекта плана, у нас есть возможность в течение ближайших 10 дней представить предложение в федеральный документ. Итак, федеральный документ будет определять, что это план, который принимается на уровне Российской Федерации как один документ, который необходимо рассматривать как документ, который определяет деятельность классного руководителя. Уважаемые коллеги, в нем два раздела. Первый раздел организационный, и в него входит 7 позиций. Второй раздел, уважаемые коллеги, классный коллектив и работа с родителями. Мы уже с коллегами обсуждали, кто входит в нашу рабочую группу. Здесь учли наши предложения. Александр Сергеевич и Ирина Викторовна принимали участие в этом обсуждении, и Елена Александровна, которая к нам будет подключаться. Поэтому мы очень надеемся, уважаемые коллеги, что сегодня эту возможность, которую мы вам предоставляем, вы будете рассматривать именно как хорошую такую профессиональную задачу, которая будет способствовать именно
уменьшению документооборота и вот именно той ненужной, может быть, отчетности, которая сейчас у классов руководителей имеется. Вот, уважаемые коллеги, если у вас сейчас есть какое-то уже мнение, предложение, они принимаются, уважаемые коллеги. Вы можете направлять данные предложения. Первое, это в наш профессиональный чат по данному документу. Второе, можете сейчас озвучить, обратить внимание на какие-то позиции, которые принимаются, либо, может, наоборот, что-то здесь не так, что можно еще уменьшить количество материала, которое здесь представлено. И мы, уважаемые коллеги, направляем этот материал, именно наше профессиональное мнение, в рабочую группу при Министерстве просвещения Российской Федерации. Коллеги, есть сейчас мнение, либо вам дать время для того, чтобы вы еще профессионально что-то обсудили? Как думаете, время нам дать? Я думаю, да. Уважаемые коллеги, этот документ будет находиться в открытом доступе именно в этом чате. Обсудите его с классными руководителями своих общеобразовательных организаций. Я хочу напомнить, что все члены нашего объединения – это наши идеологи. И у вас действительно очень много сегодня полномочий по трансляции именно тех профессиональных идей, тех государственных задач, которые сегодня рассматриваются именно как элемент нашей единой системы профессионального сопровождения классных руководителей. Поэтому, коллеги, готовы реагировать на ваши предложения в чате раз. Можно направить на адрес нашего института предложения, а также в чат классных руководителей, который мы создали в группе WhatsApp. Коллеги, принимается? Если кто-то зачитает, может быть, есть уже какие-то предложения, уважаемые коллеги. К сожалению, не поставили экран поближе, поэтому не могу. Ссылка на чат. Мы направили ссылку на чат. Хорошо, спасибо, коллеги. Коллеги, может быть, есть мнение? Мы намеренно заранее вам документ данный представили. Александр Сергеевич, знаю, что с вами обсуждали ваше видение. По-моему, учли почти все наши предложения, которые мы направляли. Да, я предлагал еще, говорил о том, чтобы все-таки, я сейчас вынесу это на обсуждение. Да, вот у нас с вами есть система ГСО, да, которая работает у нас в основном именно для учебной части, да, а вот я предлагал о том, чтобы создать подобную систему, либо же вот на этой же платформе внедрить, да, именно воспитательный блок. Почему? Потому что все документы, которые мы с вами будем делать, да, которые вот здесь перечислены в наших рекомендациях, они будут в едином доступе. И тогда классный руководитель сможет очень легко, если ему нужно, распечатать любой документ, который будет содержаться на этой платформе. Это первое. Второе, мы говорим о том, что мы должны работать в команде, в сотрудничестве. И любой представитель, да, образовательного, воспитательного процесса, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе тоже сможет иметь доступ к этой системе и работать уже конкретно. Получается иногда так, что, ну это из практики я сейчас скажу, что социальный педагог посетил семью, а классный руководитель почему-то об этом не знает. Бывают и такие случаи, коллеги. А вот здесь, допустим, тот же акт жилищно-бытовых условий, он бы мог бы быть в электронном варианте, и это мог бы видеть и заместитель директора, и социальный педагог, и классный руководитель. Чаще всего, конечно, классный руководитель идет, а соцпедагог не знает. Вот здесь ремарку я сделаю, да. Поэтому нам нужен такой ресурс, который позволит нам вот этот документооборот собрать именно в электронном виде, то есть перейти нам к электронному документообороту. Спасибо, Александр Сергеевич. Да, мы направляли данное предложение, и действительно там может быть решение субъекта. Поэтому, мне кажется, если уже будет отработан регламент введения данного плана, мы себе задачу можем такую поставить и ввести через систему ГИСЭО. Да. Мы это с коллегами обсуждали, поэтому ждем ваших предложений по данному плану, как единому плану для всех классных руководителей Российской Федерации.
Вторая наша задача будет даже включиться именно в его реализацию на основе того документа, который выйдет за подписью министра просвещения Российской Федерации, как нам обещали, к 20 декабря. И это, уважаемые коллеги, на основе решения, которое было принято на форуме классных руководителей. Поэтому действительно сегодня форум классных руководителей – это очень действенный механизм реализации именно тех задач, которые поднимают классные руководители. Поэтому, уважаемые коллеги, форум будет проходить ежегодно. Вы знаете, что в этом году подавали заявки более 40 классных руководителей, но надо было пройти отбор, очень качественный отбор. Представляли профессиональное резюме, причем в резюме входили экспертные позиции. Были представлены, конечно же, профессиональные активности, вот то, о чем говорят коллеги, участие в конкурсах профессионального мастерства, умение работать именно с сообществами. Поэтому, уважаемые коллеги, призываю всех, для того, чтобы нас услышали, мы должны действительно быть активными на уровне нашего региона. И я очень надеюсь, что в следующем году на форум классных руководителей уже пойдет большая команда классных руководителей Республики Коми. Для нас это очень важно. А для того, чтобы это состоялось, уважаемые коллеги, мы кратко вам напомним, какая же региональная система по сопровождению классных руководителей сегодня на уровне Республики Коми уже рассматривается именно как управленческий механизм. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами все понимаем, что сегодня классные руководители это именно те педагоги, которые взяли на себя особую миссию воспитания наших детей. Как я сказала, есть проблемы с точки зрения ведения профессионального стандарта классных руководителей, определения именно конкретных должностных обязанностей, но мы хотим внимание обратить на те слова нашего президента, которые, наверное, нам всем понятны. Понятны нашим педагогам, понятно руководителям и понятны, конечно, нашим родителям. Мы все понимаем, что ближе всего к ученикам их классные руководители. Да, вы все понимаете, что класс руководителей действительно, они сегодня выполняют миссию не только руководителей класса, они выполняют миссию и наставников. Это действительно та профессиональная задача, с которой нелегко справиться. Поэтому, конечно, каждодневная работа, связанная с обучением и воспитанием детей, это огромная ответственность, и ее необходимо поддерживать. И начиная с прошлого года, уважаемые коллеги, в нашей республике сформирована структура регионального управленческого сопровождения классных руководителей. Почему мы говорим, что это управленческая структура? Мы должны понимать, что действительно на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми ежегодно утверждается план сопровождения классных руководителей. Наш институт и Центр непрерывного повышения профмастерства, на котором мы сегодня находимся, сопровождает классных руководителей по новым технологиям. Сегодня мы с вами вместе вырабатываем технологию индивидуального сопровождения классных руководителей. И сегодня мы говорим, что если у члепредметника выявляются профессиональные дефициты, то у классных руководителей сегодня мы должны выявить и знать ваши профессиональные потребности. Но на уровне муниципалитета работа должна продолжаться. Уважаемые коллеги, сегодня мы понимаем, что в каждом муниципальном образовании нашей республики сформированы муниципальные объединения классных руководителей. И сегодня наша задача вот эту иерархическую методическую систему четко выстроить и сопроводить. Республиканское метод объединения, которое возглавляет Ирина Викторовна, муниципальные методы объединения, а их у нас 20, и далее в каждой образовательной организации. Мы с вами должны, уважаемые коллеги, создать методические объединения, в рамках которых будут обсуждаться актуальные вопросы. Сегодня действительно формы сопровождения класса руководителя, они вообще разнообразны. И чтобы дойти до каждого класса руководителя, а их, коллеги, у нас более 7 тысяч, мы должны отработать именно эту систему как действенный механизм сопровождения каждого класса руководителя. Теперь наша задача работать не со всеми, а работать с каждым. Поэтому, уважаемые коллеги, мы все понимаем, что на уровне института действительно сегодня есть инструменты непрерывного сопровождения классных руководителей.
Уважаемые коллеги, хочу раз еще вам напомнить, мы об этом всегда говорим на всех наших заседаниях, что сегодня цифровой контент, он позволяет каждому педагогу получить актуальную методическую информацию. Итак, уважаемые коллеги, действительно, в прошлом году мы запустили уникальную программу, которая состоит из 4 сезонных онлайн-школ. Предыдущий слайд. Онлайн-школы. В этом году мы создали онлайн-школы в календарном году для молодых классных руководителей. Уважаемые коллеги, сегодня у нас общее количество обученных в этих онлайн-школах уже составляет более 3000 классных руководителей. Благодаря именно онлайн-школам сегодня мы понимаем, что педагог, классный руководитель получает актуальную профессиональную поддержку. Да, это онлайн. И правильно говорят на форуме классных руководителей, нам надо очень встречаться, уважаемые коллеги. Мы будем к этому стремиться. У нас сегодня инфраструктура позволяет работать в интерактивных очных вариантах. Но, к большому сожалению, уважаемые коллеги, пандемия никак не отпускает наш субъект. Поэтому принимаем это как задачу. И даже наша сегодняшняя встреча, видите, мы даже так расположились через расстояние определенное. К сожалению, даже вот такие встречи мы проводим с онлайн-подключением большого количества педагогов. Но что важно, раз в 2 недели мы проводим онлайн-семинар по той тематике, которая актуальна, которая сегодня востребована классом руководителей. Да, это семинары, которые проходят обязательно с участием, уважаемых коллеги, федеральных экспертов. И я хочу напомнить, что мы в течение этого месяца посвятили наши семинары деструктивному поведению. И завтра, уважаемые коллеги, начинается очный методический семинар с участием кризисного психолога, федерального эксперта по деструктивному поведению в нашем институте, с участием Хасминского Михаила Игоревича. Уважаемые коллеги, очно приезжает на федеральный эксперт. Я прошу еще раз рассмотреть возможность принять участие в этом 2-дневном семинаре классных руководителей. Первый день, а именно 1 декабря, будет посвящено суицидальному поведению наших детей, предрасположенности к суициду, уважаемые коллеги. А 2 декабря мы целый день работаем по технологиям предотвращения деструктивных реакций наших детей. Уважаемые коллеги, приходите в институт. Михаил Игоревич готов работать с аудиторией и индивидуально готов работать. Поэтому приглашаем вас, несмотря на то, что есть онлайн-подключение, такой возможности у вас может больше не быть, пообщаться очно с федеральным экспертом по этим проблемным зонам. Также, уважаемые коллеги, в продолжении наших методических семинаров. На этой неделе стартует Республиканская стратегическая конференция образования 21 века. И 3 декабря мы посвящаем вопросам воспитания. В нашем институте, уважаемые коллеги, будет работать команда Института детства, семьи и воспитания Российской академии образования. К нам приезжает 9 экспертов, доктора педагогических наук, приезжает Метлик, приезжает Блинов и другие сотрудники, которые работать будут очно с нашими коллегами. Уважаемые коллеги, запись еще открыта. Мы сформировали группы, которые в течение целого дня будут погружаться не только в проблематику воспитания, а будут нарабатывать новые технологии внедрения программ воспитания именно как системных изменений, которые необходимы сегодня в каждой образовательной организации. Поэтому, коллеги, это очень важно для нас. Конечно, говорили мы о курсах повышения квалификации, но нам важно еще раз напомнить, что сегодня мы единственный субъект Российской Федерации, кто создали единое профессиональное окно для классных руководителей. Вот это именно единое окно нам позволяет действительно получить информацию по всем актуальным вопросам, которые связаны с системой воспитания. Это портал для классных руководителей, где представлены
и все методически актуальные разработки, и сценарий классных часов, представлены сценарии проведения мероприятий на основе плана воспитательной работы и календаря образовательных событий. Уважаемые коллеги, на этой презентации есть QR-коды и есть доступы именно к этой информации. Коллеги, вы для нас агенты информации. Еще раз обратите внимание всех ваших коллег, чтобы они использовали данные ресурсы. Конечно, информационно-методическое сопровождение сегодня, оно однозначно является элементом нашей системы. Какой же системы? Системы единого воспитательного пространства. И сегодня мы понимаем, что программы воспитания, которые с 1 сентября приняты на уровне каждой образовательной организации, они обязательно должны отражать уклад вашей школы. И я очень надеюсь, что сегодня мы осознаем, что классные руководители были включены, все классные руководители, в рабочую группу по формированию программы воспитания. Начиная с 1 декабря этого года начинается экспертиза программ воспитания, которая опубликована на сайтах образовательных организаций. Эта экспертиза проводится Российской Федерацией. Мы вошли в эту рабочую группу, мы будем тоже включаться в экспертизу данных программ. Но, уважаемые коллеги, именно от нас, от каждого из нас зависит, чтобы программа воспитания не был просто документом, который находится на сайте, чтобы это действительно был документ, который является основанием для реализации очень важных принципов государственной политики. Как сегодня уже сказали, на форуме классных руководителей говорили о базовых ценностях. И мы должны сегодня действительно говорить с педагогическим сообществом на едином языке. Что мы понимаем под базовыми ценностями? 3 декабря мы будем с вами об этом говорить. И действительно, очень интересно будет работать Институт воспитания, мы с ним проговорили. Мы проведем интерактивный тест. Что для нас с вами? Что такое базовые российские ценности? Институт воспитания проводил такое тестирование в интерактивной форме с обучающимися. И что происходит? У родителей, миллениумов, у классных руководителей, у детей разные вообще представления о том, что такое ценность. И вот от этого мы должны идти. Если мы не понимаем, что знает ребенок о ценностях, мы работаем с ним по своим представлениям, по своим принципам. Поэтому, уважаемые коллеги, 3 декабря еще раз приглашаю вас. Потому что сегодня мы говорим именно о методическом инструментарии. Но начинать надо с работы именно с базовыми ценностями, уважаемые коллеги. В этой связи, посмотрите, пожалуйста, программа воспитания, мы еще раз внимание обращаем, это условия, которые создаются. И действительно создаются в образовательной организации не одним классом руководителем, а в команду. Почему мы и говорим? Мы очень надеемся, чтобы методические объединения создавались на уровне каждой образовательной организации. Один классовый руководитель ничего не знает. Мы должны работать именно в единой команде. Поэтому я сейчас не буду проводить опрос, но я знаю, коллеги на уровне иногда организации, есть только инициативная группа классных руководителей. И есть руководители, которые около вас находятся. А нам нужно работать в системе. Поэтому, уважаемые коллеги, проведенный мониторинг деятельности классных руководителей в 2020 году, он продемонстрировал проблемы на предыдущем слайде. И в этом году, уважаемые коллеги, мы завершаем мониторинг деятельности классных руководителей. Мы должны понять, а что произошло за 1 год. Действительно, было очень много изменений. Нормативно-правовое основание, проявление программы воспитания, методические инструменты новые. На следующем заседании, уважаемые коллеги, мы берем на себя обязательства, мы представим эти результаты. Они очень важны. Мы должны понимать, в каком направлении профессионально развиваются наши классные руководители и какие потребности еще, уважаемые коллеги, остались. Таким образом, уважаемые коллеги, проведенные мониторинговые исследования определили для нас именно систему работы. И в этой системе у нас в этом году на следующем слайде
появляются, уважаемые коллеги, именно эксперты. Вот я хочу внимание на это обратить, что действительно сегодня наши коллеги, которые сегодня присутствуют в качестве экспертов, станут для нас именно теми проводниками идеологии республиканской системы, которые уже заявили о готовности работать с каждым классом руководителя. Это сложно, но, уважаемые коллеги, это очень почетно. Поэтому, конечно, завершая свое выступление, я хочу внимание обратить. Сегодня система сформирована. Теперь наша задача в нее включиться осознанно, потому что действительно наши дети, как наш педагог Юрий говорил, действительно осознавали, что самая главная базовая ценность – это человеческое достоинство. Уважаемые коллеги, я на этом завершу, и мы продолжим наше заседание. И к нам онлайн подключается Лена Александровна. Лена Александровна Майбурова. Лена Александровна является победителем конкурса «Классный в 2021 году. Она входит в нашу рабочую экспертную группу, принимала участие в обсуждении плана работы классного руководителя. Лена Александровна, вы с нами? Лена Александровна представляет программу воспитания. Да. Гимназия номер 2, город Интай, это наша опорная школа Республики Коми. Лена Александровна, мы вас видим, мы вас приветствуем. Прошу. Здравствуйте. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники заседания Республиканского методического объединения классных руководителей. Меня зовут Майбурова Елена Александровна. Я работаю учителем начальных классов в гимназии номер 2 города Инты. Сегодня я рада поделиться с вами опытом организации системы работы классного руководителя по созданию успешного коллектива. Положение методических рекомендаций от 12 мая 2020 года по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, основаны на понимании классного руководства как особого вида педагогической деятельности, направленного в первую очередь на решение задач воспитания и социализации учащихся. Соответственно, цели, задачи и принципы деятельности, связанные с классным руководством, определяются базовыми целями и принципами воспитания. Социализации изложенном в Федеральном законе об образовании в Российской Федерации и указе президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетными задачами в деятельности по классному руководству, соответствующие государственным приоритетам в области воспитания и социализации учащихся, является создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирование навыка общения учащихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности и коллективизма. Таким образом, основной целью работы классного руководителя является формирование личности младшего школьника. Я повторяюсь, потому что я все-таки прежде всего учитель начальных классов, через создание и развитие классного коллектива. Классный коллектив – это группа учащихся, объединенная общей социально значимой целью, деятельностью, организацией этой деятельности, имеющая общие выборные органы и отличающаяся сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при обусловленном равенстве всех членов в правах и обязанностях. В школьном коллективе ребенок знакомится с принципами социальными нормами, ценностными ориентациями, присущими развитому обществу. Здесь он получает практику общения, возможность накопления разностороннего социального опыта, усвоения навыков коллективной деятельности и возможностью личностного самоутверждения. Классный коллектив выступает как важная форма организации воспитания, как его мощный педагогический инструмент.
Антон Семенович Макаренко писал: «Я считаю, что нужно воспитывать целый коллектив. Это единственный путь правильного воспитания». Так Антон Семенович Макаренко утверждал, что для того, чтобы стать коллективом, группа школьников должна пройти нелегкий путь качественных преобразований в несколько стадий. Первая стадия – стадия первоначального сплочения, когда происходит формирование актива, сплочение на основе общей цели и общей деятельности. Вторая стадия – стадия усиления влияния актива, стабилизация структуры коллектива, зарождение механизмов саморегуляции и самоорганизации. Стадия расцвета коллектива, то есть превращение коллектива в инструмент индивидуального развития каждого из его членов. Ну и самая последняя стадия – это стадия роста сознательности каждого члена коллектива. А в основу своей воспитательной системы работы с классом я закладываю прежде всего идею воспитания дружного классного коллектива. Реализацию данной идеи предполагает создание воспитывающей среды в урочное и в неурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной прежде всего на духовное развитие личности каждого ученика, вовлечение всех учеников в систему классных и общешкольных дел. Основной целью своей работы как классного руководителя я считаю формирование и развитие полноценного коллектива, в котором будет комфортно любому ребенку на уроке и во внеурочное время, где он может раскрыть свои способности и найти им применение, найти себе друзей и, конечно же, самому стать хорошим другом. Организуя воспитательную работу в своем классе, я придерживаюсь определенных правил при общении к своим воспитанникам. Не воспитывай в плохом настроении. Определи, что ты хочешь для ребенка. Узнай, что он думает по этому поводу. Предоставь возможность решить ребенку что-то самостоятельно. Не подсказывай готового решения, а показывай возможные пути к нему. Главным инструментом формирования классного коллектива является рабочая программа воспитания, которая включает в себя инвариативные и вариативные модули. Необходимо сказать, что программа воспитания служит отправной точкой в деятельности любого классного руководителя, так как она задает направление, показывает реальные пути и способы воспитательной работы с детьми. Процесс формирования классного коллектива я бы хотела рассмотреть именно через призму некоторых модулей. Модуль «Классное руководство». Осуществляя работу с классом, я организую работу с коллективом класса, индивидуальную работу учащимся и взаимодействие с педагогическими работниками и родителями, законными представителями учащихся. Работу, направленную на формирование классного коллектива, я уже начинаю с 1 класса. Начинаю изучение класса в августе на первом родительском собрании, где родители при анкетировании задают вопросы, где родителям при анкетировании задаются вопросы о занятиях ребенка в кружках, секциях, что любит ребенок, как называют его в семье. Предлагаю родителям высказать свои предложения по планированию воспитательной работы в этом учебном году. Эта работа продолжается и в сентябре, в адаптационный период первоклассников по программе Цукермана и Поливановой «Введение в школьную жизнь». Целями данного курса является знакомство с одноклассниками, со школой, с основными правилами и обязанностями школьника, умение работать парами, и также ведется работа по организации классного коллектива, где классный руководитель подбирает и предлагает детям виды совместной деятельности. На начальном этапе работы с классом я стараюсь тесно взаимодействовать с педагогом-психологом. Мы проводим такие игровые тренинги, как «Гусеничка», «Снежный ком», «Превращение», классные часы на тему «Я и другие», «Я, ты, он, она», «Целый мир», «Одна семья». Давайте познакомимся, направленные на развитие таких качеств, как доброжелательность, отзывчивость, взаимоуважение и способствующее развитию сплоченного коллектива. Стоит сказать несколько слов и о том, что
здесь есть тот момент, что нужно быть в этот период очень внимательным и наблюдательным. Наблюдая за детьми на уроках, на занятиях, играх, я вижу, что кто-то из ребят испытывает какие-то определенные трудности, кто-то испытывает тревогу, а кто-то даже просто не может найти себе товарищей для игры во время перемен. Конечно, с этими детьми мы проводим индивидуальные беседы, приглашаем для беседы родителей, привлекаем к работе школьного психолога, вовлекаем детей в общешкольные и классные мероприятия. На данном этапе в классе проводим мероприятия, требующие серьезной подготовки. День рождения класса, посвящение в гимназисты. Особенно ребятам запоминается праздник день рождения класса. Веселый, интересный, со сладостями и подарками. День рождения нового коллектива. А вот на празднике посвящения гимназисты первоклассники, понимая всю его серьезность, становятся частью огромного школьного коллектива, коллектива нашей гимназии. В своей педагогической деятельности я стараюсь использовать разнообразные формы работы. Совместные дела или творческие занятия, посещение выставок, музеев, детской центральной городской библиотеки, организация различных конкурсов, конкурсов рисунков, конкурсов поделок, конкурсов чтецов, организацию проведения в классе музыкальных и литературных викторин, различных квестов и игр различной тематики, спортивных соревнований, походов, экскурсий, пеших прогулок и многое другое. Модуль самоуправления. Ученическое самоуправление является важным фактом социализации личности, поскольку способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, активность, ответственность, инициативность. Каждый год я веду определенную работу по организации самоуправления в классе, так как моя задача прежде всего заложить основы самоуправления в начальной школе, чтобы в среднем звене дети могли самостоятельно решать многие вопросы. Дети разделены в классе на 5 групп. И как в прежние добрые времена мы их называем звездочки. Во время урока эти группы работают совместно, выполняя то или иное задание. То есть это групповая форма работы на уроке. А в жизни класса группы каждую неделю меняют вид своей деятельности. Группы называются хозяева, те, которые отвечают за порядок, спортсмены, те ребята, которые отвечают за физическую деятельность, затейники, те, которые являются организаторами различных конкурсов, интеллектуалы, те, которые являются лучшими помощниками учителя, и друзья природы – это те ребята, которые осуществляют уход за комнатными растениями, ну и, конечно же, знают все-все о живой природе. Ну и группа корреспонденты – это группа, которая отвечает за оформление стен газет, которая помогает выполнять декорации к классным мероприятиям. Существует и актив класса. От каждой группы дети выбирают по одному представителю, который меняется каждую четверть. Один раз в неделю, чаще всего это в понедельник, ребята собираются для того, чтобы обсудить и придумать дальнейший план работы классного коллектива на неделю. Таким образом создается модель самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под руководством классного руководителя. Модуль «Работа с родителями». Родители – это основные участники воспитательного процесса, поэтому важно конструктивно организовать работу с ними. На родительских собраниях я стараюсь уделять внимание вопросам, которые могут помочь родителям в понимании особенностей формирования дружеских взаимоотношений у детей младшего школьного возраста, что может предупредить возникновение конфликтных ситуаций в классном коллективе. Тематика таких родительских собраний разнообразна. Например, как научить ребенка дружить, формирование детского коллектива, причины детской агрессии и ее последствия. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Помимо этого, я стараюсь организовывать совместные походы, экскурсии, творческие, семейные мастерские, общие празднования дней рождения детей.
Я считаю, что в подобных совместных делах важные семейные ценности становятся наглядным для ребенка, так как проявляются в деле, а не просто на словах. Ну и, конечно же, эти качества необходимы для того, чтобы построить в коллективе добрые, доброжелательные взаимоотношения. Модуль «Ключевые общегимназические дела». Организация общеобразовательных делах также способствует сплочению классного коллектива и дает возможность ребятам реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою позицию в классе. Приучает ребят быть самостоятельными и ответственными. Учащиеся начальных классов с интересом участвуют в отчетных концертах гимназии, ежегодно проводимых общегимназических мероприятиях, таких как финансовая игра «Капитал», День здоровья, День учителя. 8 марта патриотическая игра «Один день в армии», интеллектуально-предметные декады, День увлекательных наук, различные акции «Покормите птиц зимой», «Посади дерево», «Книга в подарок» и многое другое. Благодаря общешкольным мероприятиям, общешкольным делам мы воспитываем у школьников уважительное отношение к людям, развиваем их чуткость, внимание друг к другу, что способствует сплоченности классного коллектива и созданию комфортной среды для каждого ребенка. Таким образом, использование программы воспитания помогает организовать работу классного руководителя, помогает формировать дружный, сплоченный и классный коллектив. Ну и подводя итог нашей с вами встречи, замечу, что процесс формирования коллектива не должен носить эпизодический характер. Он должен быть ежедневной и планомерной работой. Эта работа кропотлива и ответственна. Ну, а свое выступление я бы хотела закончить такими словами. Слова Генри Форда. «Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех». Все, что я сегодня очень хотела вам рассказать про ученический коллектив. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна. Уважаемые коллеги, мы постоянно в заседаниях нашего объединения предоставляем слово лучшим педагогам нашей республики. Поэтому, конечно, очень важно, что сегодня Елена Александровна вновь вернулась в наше профессиональное пространство, представила уже в онлайн-режиме свой опыт работы. Но я хочу вернуться именно к очному этапу конкурса «Классный-классный», когда действительно Елена Александровна стала победителем. И ваш адрес еще раз о благодарности от всего нашего сообщества. Вы действительно сегодня лучший классный руководитель, и это сегодня признается экспертным сообществом. Уважаемые коллеги, а мы уже будем ждать. В следующем году вновь будет конкурс. Уважаемые коллеги, я надеюсь, Елена Александровна, вы уже понимаете, что вы станете членом жюри данного конкурса. А к вам, коллеги, я обращаюсь и со словами напутствия. Коллеги, начинаем готовиться к новому циклу нашего конкурса профессионального мастерства. Классный, классный. Спасибо, Елена Александровна. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо. Уважаемые коллеги, наша повестка завершена, но я хочу ваше внимание обратить, что начиная с этого заседания мы будем формировать протокол заседания. И в адрес всех участников будет направлен проект протокола. В этом проекте протокола я хочу, чтобы мы обозначили, что мы ждем от вас предложений, вашего профессионального мнения, вашей позиции по тому проекту плана деятельности классного руководителя, который станет единственным документом, который будет вести классный руководитель. И вторая задача в рамках нашего заседания, мы будем ждать от вас предложений. Первое. По повестке следующего заседания, какие актуальные вопросы надо поднять, какие обсудить и с привлечением каких экспертов. И третье, коллеги,
Если вы понимаете, что вы готовы представить свой опыт работы, мы просим вас обязательно направлять нам предложение. Ирина Викторовна сегодня, как председатель жюри, вам напоминает, что на портале «Открытое образование Республики Коми», на сайте нашего института есть контакты, по которым вы можете представить все данные позиции, в данном случае и позицию по плану работы, предложение в повестку. И, конечно же, если вы решитесь на выступление, мы будем только рады. Ну и, конечно, в наш адрес, уважаемые коллеги, мы открыты для профессионального общения. Коллеги, всегда мы заканчиваем ответами на вопрос в чате, но вот мне сейчас пишут, что слова благодарности поступают в адрес всех участников. Спасибо вам. И в данном случае, если кто-то озвучит вопросы. Коллеги. Конечно, уважаемые коллеги, презентацию можно скачать. Это наша задача, которую мы постоянно обязательно реализуем. Да, презентацию можно скачать. Можно посмотреть записи, конечно, коллеги. У нас есть профессиональный видеозал. Коллеги, я напоминаю, на сайте нашего института профессиональный видеозал. Можно зайти, найти по дате, это очень важно. Ссылку на чат отправили. Да, ссылку на чат отправили, должны отправить были вот именно в нашем чате профессиональном. Мы создали группу, называется «Институт классных руководителей». Я включена в эту группу, наши победители конкурса, Александр Сергеевич, Лариса Михайловна сейчас подключится к нам, поэтому, коллеги, можете подключаться, и в чате можем какие-то актуальные вопросы обсуждать, которые появляются, это тоже может быть для нас хорошим таким поводом для общения до заседания. Заседание проходит у нас раз в месяц, раз в 2 месяца, поэтому спасибо, замечательно, что возобновилось. Да, хорошо. То есть по поводу чата, уважаемые коллеги, мы сейчас ссылочку на чат отправим. Мы не будем отключаться. Сейчас Анжелика Васильевна и Елена Семеновна в чат отправят нашу ссылочку. Это будет хорошо, потому что все актуальные вопросы можно в чате будет обсуждать. Это в группе WhatsApp, но для нас это очень, нам показалась такая важная группа. Хорошо. Коллеги, спасибо большое, спасибо за работу. Подключений 186, а общее количество участников, я уже сказала, намного больше, потому что я знаю, что вы многие не один на один с нами, а целыми коллективами смотрите, поэтому мы, конечно, вам благодарны. Еще раз спасибо вам большое за подключение. Пожалуйста, берегите себя и будем надеяться на очные встречи. Мы этого очень ждем, очных встреч. Вот сегодня коллеги нашли возможность, сегодня с нами работают точно, и мы будем постоянно расширять. У нас даже есть предложение, может быть, мы будем делать такие выездные заседания республиканских объединений, может, в муниципалитете. Поэтому, коллеги, если кто-то примет наше предложение, мы можем именно вот на уровне такого телемоста что-то интересное создать. Поэтому, коллеги, инициатива принимается. Да, спасибо, тоже вас благодарим. Уважаемые коллеги, мы завершаем заседание Республиканского методического объединения классных руководителей. Желаем вам успехов. Скоро завершается у нас календарный год, но у нас грандиозные планы. Поэтому я очень надеюсь на вашу активность, на инициативу. И, конечно же, вам здоровья. Берегите себя. Всего доброго.